Публицист, автор книг, исследователь русской и кыргызской литературы, профессор Александр Кацев обсудил с нами роль книг в жизни современного общества. Беседа получилась очень интересная. Результаты одного из последних масштабных исследований показали, что книги, равно как газеты и журналы, читают меньше 15% современных подростков. Стоит ли здесь винить только интернет и социальные сети? Мой комментарий, что сегодня жизнь изменилась. И для того, чтобы читать что-то, надо ввести моду на чтение. Потому что сегодня часто звучат демагогические слова. Я люблю запах страниц бумажных, а книги дорогие. Я всегда говорю, закачайте в электронном виде книги в любой из гаджетов, а сами купите телефонную книгу и нюхайте страницы при этом. И тогда все будет. Здесь другая вещь происходит, совершенно потрясающая. У нас не читают, потому что не умеют читать. Выходят, закончив школу, а читать не умеют. Мы складывают, а мама нет. Па складывают, а па не могут прочитать. Понятийно? Нет, технически. А кроме этого нет интереса к книгам. Мы сейчас кафедрой делаем, если получится, сделаем 2 большие книжки. Одна называется «Русская литература. Малые формы», только рассказы и стихи, никаких романов. А вторая книжка «Киргизская литература. Малые формы». Потому что если ребенок прочитал рассказ Льва Николаевича Толстого, он ему понравился, он дальше не будет проходить «Войну и мир», а будет читать ее. И так далее. Но для этого в младшей школе надо научить читать, надо научить добывать знания. Сегодня трагедия с преподаванием, как принято говорить, на удаленке, по одной только причине. Ребенка не научили в младшей школе самостоятельно добывать знания. Получается, что ребенок не представляет эпоху. Потому что если мы сегодня говорим о XIX веке, то необходимо показать, рассказать не только о том, как и что написано в произведении, кто их писал, а в какую эпоху они писались. Ну, самый простой пример – эпоха декабристов. Выходило много книг, посвященных этикету. Переводились они с французского. Одна такая называется «Уборный столик», она мне попалась. И там есть вещи совершенно потрясающие. Для того, чтобы носить белую рубашку, переведен с французского, надо мыть шею и иметь хорошую прачку. Тогда можно ходить в белой рубашке. И так далее. То же самое сейчас. Мы можем сколько угодно смеяться, но оказалось, что самым большим достижением 21 века стала мысль о том, что необходимо быть руки мылом. Поэтому наша задача кафедры журналистов сделать не только приобщить к профессии журналистов наших студентов с первого курса, но и дать им закачать в телефон самые разные произведения для того, чтобы они могли читать. В дороге читать, дома читать. Я как-то так сложилось, еще со школьной скамьи начал читать и не закончил в университете, продолжаю до сих пор. Нравится, умею, практикую, советую. Когда я был на первом курсе, мне Александр Самойлович посоветовал одну книжку, которая очень сильно повлияла на меня. Ну, как повлияла, в чем, вернее, ее влияние заключается. Меня сильно поразила главная мысль этой книжки, и я нисколько не пожалел, что ее прочитал. Это была книжка американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». И, пожалуй, эта книжка оказала самое сильное влияние на фоне всего того, чего я читал. С моей точки зрения, огромное количество есть справочных пособий. Вот когда министерство, если бы оно отказалось от бумажных учебников, это не новая мысль, я уже давным-давно ее повторяю, а перешло на гаджеты, то в любой гаджет
можно закачать не только в первом классе азбуку и арифметику, а все справочные пособия, которые есть для этого возраста. И тогда ребенок самостоятельно будет находить то, что задает учитель. Если бы это было, и дальше все время, и огромное количество словарей, то формировался исподволь человек, которому не страшны библиотеки. Сегодня в библиотеку может ходить человек неграмотный, потому что огромное количество аудиокниг. Можно сесть и слушать «Войну и мир». Не обязательно уметь писать. Сейчас приходят из школы дети, и когда я их прошу переписать какой-нибудь небольшой рассказ Чехова или Толстого, для них это трагедия, они не умеют писать. Потому что сегодня гаджеты есть. Телефон для чего? Для того, чтобы переговоры вести? Нет. Для того, чтобы нажать кнопочку и сфотографировать текст. Александр Самуилович, с такими темпами и до отказа от письма и письменности недалеко? Какая письменность? Вот когда мне говорят, у нас соседи перешли на латиницу, киргизский язык. Может и нам перейти? Я спрашиваю, ребята, а на какую латиницу вы хотите перейти? Думают, что я ругаюсь неприличными словами. И все просто не знают, что у киргизов была 2 латиницы до 40-го года, потому что, причем, если казахи оставили еще в кириллице, они оставили несколько латинских букв, то у нас это было чисто. И когда мне говорят высокие начальники, что если мы перейдем на латиницу, то киргизские дети будет легче им учить английский язык, это говорят люди, не понимающие, что кириллица и латиница – это не какие-то политические амбиции, а это одежда языка. А язык можно понять, почувствовав его в произведениях. Вот мы кафедрой сделали вот такой же электронный словарь «Журналистика, пиар, реклама». 680 терминов, 1500 статей. Я уговариваю, у нас все остальные факультеты преподают, как правило, на киргизском языке. Я уговариваю, возьмите этот словарь, переведите на киргизский язык. Потому что все начинается со словарей. Айтматов начал со словаря, он сделал словарь сельскохозяйственных терминов и опубликовал, если я не ошибаюсь, в Ленинчаш. А потом уже пошли художественные произведения. Все начинается с терминологии. Журналистика и все остальные области знания. А учить литературу или преподавать литературу нужно так, чтобы было модно читать. А как научить ребенка самостоятельно добывать знания? У меня студенты читают. Я, правда, не спрашиваю, что, не потому, что я им это привил, а потому что в студенческой среде вдруг в позапрошлом году стало модно читать тех или других писателей. Я не говорю о наших выпускниках, которые в Фейсбуке обмениваются сведениями о тех или других произведениях. Это духовная жизнь общества. Если ребенку с раннего возраста родители читают или читают вместе с ним детские книжки, то потом у него рука потянется к книге, и он будет читать. А дети, чьи родители находятся на заработках за рубежом, мы теряем целое поколение? В диаспоре к национальному тяга всегда больше, чем в метрополии. Потому что в метрополии это все, оно есть и есть. А в диаспоре те мигранты, которые находятся далеко, они, конечно, хотят читать. Им нужно просто дать книжки на киргизском языке. И фольклор, и пословицы, поговорки фольклорные, и краткое изложение Манаса для разных групп читателей. И в этом случае дети будут читать. А когда говорят там плохие учебники или много
ошибок в учебниках, сделайте их не бумажными, онлайн. Тогда можно нажать кнопочку и все ошибки исправить. Понимаете, это все элементарно. Я вот, когда еще не думал о телефонах, а думал о гаджетах, я говорил, министерство должно закупить у какой-нибудь китайской компании. Это дорого, но так это же покупается один раз на 11 лет, он разобьет, а книжку он порвет. А дальше министерство экономит на тиражах. Написал кто-то учебник, они его оцифровали, передали организациям облано флешку, закачали во все у себя в области. А дальше ученик каждый получает. Сегодня ребенок может прийти в рваной обуви, но телефон у него будет самый навороченный. Да. Вот вам целая библиотека у меня. На самом деле он вообще не строгий человек, он довольно лояльный, либеральный человек. Он никогда мы на парах, когда у него были, сидели на парах, он говорит, типа, пользуйтесь телефонами, гуглите, что вам нужно, какие-то определения, вы можете писать на телефонах. Мы с первого курса там не в тетрадях писали ему сочинения, эссе и другие работы, а на телефоне могли все записывать. Это на самом деле очень удобно, он современный чувак, у него iPhone. У меня есть совершенно потрясающий случай. Мы как-то участвовали, проводили курсы повышения квалификации работников телевидения, и я читал историю культуры. И сказал, девочки, вы проходили там «Войну и мир» Анну Каренину, возьмите, прочитайте «Холстомера» Толстого. Пришел через 2 дня, сидит молодая красивая женщина, говорит, Александр Самуилович, как я вас ненавижу. Я говорю, вы меня видите второй раз в жизни, за что? А она говорит, я читала «Холстомера» и всю ночь плакала. Если подобрать такие произведения, которые небольшим объемом, но эмоционально действуют на читателя, то в этом случае, может быть, литература, то, о чем вы спрашивали, она будет живой. Книжка мертва, пока ее не открыли. Как в массы привнести моду на чтение книг? Все начинается с вуза. И учитель, и инженер, и все другие профессии. В школе учителям, в профтехобразовании преподавателям повысили зарплату, кроме вузов. Но все наоборот. Если дети, а дети захотят, потянут руку к книжкам, совершенно не важно. Ребенок еще не умеет говорить, он уже берет гаджет. А от нас уже зависит, чем мы его наполним. Если мы его наполним, а мне говорят, портятся глаза. Сделайте такой шрифт, чтобы не портились глаза. У меня всю жизнь было -1,5. Я недавно проверил зрение, стало -1. Значит, оно улучшилось. Другое дело, как сформировать эстетический вкус, чтобы рука тянулась. Посмотрите, школа почему отбивает охоту от чтения? Вы когда последний раз были в кабинете литературы? Давно. Вы помните, что там висели портреты? Гоголя, помню. Ну, все с бородой или с усами. Ребенок туда приходит, он знает, что они мудрые, а ему нужно веселых. И выбор будет, если между Лермонтовым и Толстым, выберут Лермонтова, потому что он молодой и любил шампанское. Если мы повесим портрет Толстого гусара, то ребенок, может быть, потянет руку за книжкой этого автора. А все дети, когда смотрят, говорят, меня борода задушила. Конечно, все писатели были бородатые, но они же не родились с бородой. Поэтому уже выбор портрета, он или настраивает на чтение, или не настраивает. Если в школе научат читать, то ребенок будет читать. А дальше мы уже можем вырабатывать у него такой вкус, что он будет читать или не читать. Если мы не знаем эпоху, если мы не читаем в любой книжке эпоху, то мы теряем историческое сознание.